Ассаламу алейкум. Хотелось бы продолжить разговор на тему о предателях, лицемерах, которые сегодня считают себя властителями чеченского народа. И Россия ему в этом помогает. Но мне бы хотелось вернуться на самое начало, когда в описываемые времена Кадыровым, когда он геройствовал. В это время, это 2001, 2002, 2003 года, в это время действительно геройствовали чеченцы. Но они никогда в жизни никогда не переходили на сторону врага. И враги их боялись. Невзирая на их молодость, одному из тех, о ком я хочу рассказать, было всего лишь 20 лет, когда он был командиром города Грозного. Его назначили командиром города Грозного. Его позывного было достаточно, чтобы в городе Грозном как черти прятались враги. В термин «враги» уже можно было тогда вписывать и предателей чеченского народа, так называемый ОМОН города Грозного. Вот. Этот ОМОН неделями мог сидеть на своих базах, пока Абу Саяф не уйдет из города по своим делам или куда-нибудь. Также из своих вот этих зловонных блокпостов не выходили федералы. Вот этого парня, вот этого чеченца можно назвать, можно ставить в пример всем нам, чеченцам, когда речь заходит о запугивании 1000-2000, большую массу людей. Не людей, а врагов. Людей, конечно, никто не будет запугивать. Вот, поэтому, конечно, когда тебе поддакивает бывший министр обороны и в твоем вранье, он бесстыжий человек может что угодно наврать, и тем более о себе. Говорить о себе, рассказывая, каким он был героем, это действительно не по-чеченски, это не по нашим адатам. Ни один себя уважающий чеченец никогда в жизни не будет бахваляться и рассказывать про свои подвиги, особенно про подвиги, которых никогда в жизни не было в реале. Это верх бесстыдства, это верх цинизма. Этот человек должен как можно быстрее изолирован от общества, психиатрическую лечебницу рядом с Наполеоном, там, не знаю, Гитлером, Сталином посадить его. Пусть там рассказывает свои байки. Но мне бы хотелось вернуться еще на раннюю стадию становления некоторых из нас предателями. Конечно, большим таким подарком для федералов, для России, была сдача Гудермеса Сулимом Ивандаевым, то есть братьями Ивандаевым. Вот это послужило цепной реакцией, когда предатели смогли реализовать себя в стане врага. Но лояльность свою доказать им нужно было. И чтобы доказать лояльность России, Кадыровы и Ямадаевы убивали чеченцев. Тому есть очень много доказательств. Очень много чеченцев погибло от рук Ямадаева, от рук СБ тогдашнего. Очень много. Порой, например, когда я был в плену, один раз ко мне закинули одного, я долгое время содержался в одиночке, один раз закинули одного парня, и он мне рассказал, что за ним приехали ФСБшники, кажется, приехали за ним,
Но по дороге его перехватили, попытались перехватить СБшники, то есть им заблокировали автомобиль, его из багажника вытаскивают, но в этот момент подъезжают ямадаевцы его из рук СБшников закидывают в багажник к ямадаевцам, и чтобы обезопасить своего пленного, они решили закинуть его в ближайшее отделение милиции РОВД, в котором я находился. Вот, в этом РОВД они его закинули как на сохранение и пошли дальше на разборки свои, спорить своего пленного. Вот такие соревнования они устраивали с подачи России. То есть им нужно было, каждой из этой группировки нужно было доказать свою лояльность. В итоге мы все знаем, больше всего лояльности, конечно, доказали Кадыровы. Вот. В доказательство есть очень много людей, которых пытали, убивали, в жесткой форме просто пытали, потому что у федералов все равно почему-то так сложилось, что... А что и говорить, если ОРБ-2, который управляли чеченцы, переплюнул в разы Ханкалу. То есть зверства в Ханкале оказались такой ерундой. Со мной сидел один парень, он был пленен русскими федералами, и он содержался в Ханкале, в яме содержался по колено в воде. У него были ужасные условия, его действительно русские пытали, подвергали пыткам, допросы, не кормили. И в какой-то момент он понадобился у РБ-2, и они его перевели. И он мне говорит, я чуть ли не Всевышнего благодарил, что я попал в руки к чеченцам. У нас тогда, это 2003-2004 год, у нас не было такого. Мы не могли до конца осознать, что чеченец на все 100% может перейти именно ту самую черту, которая нас разграничивает. И он говорит, я в первую же ночь, когда оказался в ОРБ-2, я пожалел о том, что я радовался, что я попал в чеченские руки. Я просил у Всевышнего, чтобы он меня вернул в Ханкалу, и чтобы все эти зверства над ним творили русские. Потому что когда тебя пытают русские, когда тебя пытают федералы, ты понимаешь, что это твои враги, можно сказать, с самого рождения. И ты все пытки, лишения, унижения, все это принимаешь как должное. И понимаешь, что они по-другому не могут. Но когда тебя пытает такой же чеченец, как ты, и именно в извращенной форме, он знает твои самые слабые места, он знает, куда бить, на что нажимать, вот это перенести, уложить в голове крайне сложно. Есть моменты, которые я до сих пор не смог уложить в своей голове. Это невозможно просто. Действительно. Когда тебя спрашивали за дела, подрыв, нападение на колонн, и везде, где фигурировали русские, ты искренне говорил им, этим чеченцам, которые тебя пленили, «Гаска, будешь, это же русские». Ты не мог до конца осознать, что тебя чеченец может спросить за то, что ты встал на защиту своей родины против этих федералов, которые приехали убивать чеченский народ. Вот это уложить в своей голове было крайне сложно. Когда тебя пытал чеченец за дела, которые ты отстаивал против федералов. Вот. И это были истоки, это самое начало.
И Кадыровым, и Мамадаевым нужно было доказать свою лояльность. И они доказывали. Они стали ушами, глазами, руками, местами руками стали федералов и начали творить тот беспредел, который с самого начала творил федеральный центр, так называемый. Понятие федерал для грозненцев, для людей, которые жили в ту эпоху дома в Чечне, это такой образ русского вояки. Он одет в военную форму, разгрузка, так называемая военная форма горка, на нем шапка, маска, лицо грязное, с автоматом в руках. Вот это образ федерала. И в большинстве случаев, когда ты говоришь федерал, ты даже не имеешь в виду, что это русский. Это такое название. Я не помню точную дату, 2001 или 2002 год это был. Кадыровцы, сейчас мы их кадыровцами называем, тогда это были СБшники, службы безопасности его отца. Он был начальником службы безопасности. Я все это рассказываю для молодежи, а не для людей, которые прогнулись под кадыровский режим и считают, что так и должно быть. Потому что Кадыров то же самое делает. Те же сказки про 1500 запуганных людей, про что-то еще, про его геройство. Все эти сказки он рассказывает для молодежи. Я не помню имя этого человека. Он был тяжело ранен, и когда СБшники его забрали, они забрали его в дом Кадырову. Они там его пытали. Он каждый раз говорил одно и то же. Сашуцдоудат, садолдоуаспишто. У меня нет притязаний к вам, у меня есть притязания к русским. Когда это услышал Рамзан Кадыров, он подошел к нему, нагнулся и пальцем уткнул. Коса личный врагу. Тогда ты мой личный враг. С тех самых пор Кадыров пытается и будет пытаться доказать свою лояльность России, в частности, именно Путину. Он будет признаваться в любви. Если надо, он зальет кровью всех чеченцев Чечню. Потому что лояльность Кремлю есть долгосрочная перспектива его пребывания на троне в Чечне. У вас нет ни чести, ни достоинства. У вас никогда в жизни этого не будет. Как только человек предает свою родину, предает своих единоверцев, предает своего брата, они перестают чувствовать ответственность за то, что они делают. Они считают, что так и должно быть. Далбеком был.